Всем привет, друзья! С вами Александр Попков. Мы давно не виделись, давно не снимали ваши любимые обзоры. И сегодня у нас на обзоре просто вот это. Итак, друзья, Celica GT4. Второе поколение этого автомобиля. Это и первый японский автомобиль, который был типа в ралли, который унижал на VRC. Но не именно этот кузов, а до него, который был. Этот кузов, когда разработали, сделали, потом Toyota дисквалифицировали в ралли. Ну и, собственно, конец ее карьере в ралли. Что мы с вами, ребята, видим? Это лифтбэк, купе, неизвестно, хэтчбэк, короче, называйте как хотите, собственно говоря. Выдают ее, вот в Celica интересная вещь, что она не похожа на любые другие Toyota. То есть вы ее сразу узнаете, что это Celica, стопроцентно. Маленькая машинка на самом деле. Кузовные панели все другие, не похожи, как я уже сказал, на другие автомобили. Что ее выдает, собственно говоря? Если посмотреть на капот, вы увидите обилие дырок. И этот алюминиевый, кстати говоря, капот полностью выдает, что это Celica GT4. Такой капот стоит около 25 тысяч рублей. Это еще и попробовать найти, потому что распилы, конструкторы таких автомобилей уже очень мало, поэтому будет сложно найти. То же самое считается и фары, и вот этот самый бампер. Еще выдают ее, естественно, да, хорошие тормоза. Наконец-то у Toyota есть хорошие нормальные тормоза, четырехпоршневый перед, двухпоршневый зад. И огромный, просто огромный спойлер с надписями GT4, который дает вам, наверное, какую-то прижимную силу все-таки. Я думаю, так. Что у нас, собственно говоря, по мотору? Давайте посмотрим туда. Владельцы Toyota, да, у которых Caldina, Celica, может быть Altezza, может еще что-то знает. Этот мотор — это Trieste GTE. Именно вот на этом автомобиле Trieste GTE один из самых надежных, потому что поршневая здесь более толстая, то есть она сделана для того, чтобы реально участвовать в каких-то гоночных вещах. И если вы сюда, ну, для свапа, например, если вы хотите свапнуть свой автомобиль, который предназначен под Trieste, свапнуть именно от нее, это будет отличный ресурсный моторчик. Водяное охлаждение, получается интеркулер водяной. Здесь у нас получается охлаждение воздуховод, опять-таки ноздря идет снизу, охлаждается генератор. Вот здесь у нас получается он заходит в ГРМ. Тут у нас интеркулеры, охлаждение ГУРа, охлаждение коробки. Ой, очень много кулеров, ребята. По паспорту здесь 240-250 сил. На прошлом поколении было 180-190 сил. Здесь уже, соответственно, 240-250. Что касается ходовки, ребят, тоже немаловажный аспект. Это же раллийная тачка. Про тормоза я уже, как говорю, сказал. Но чем отличается Celica GT4 от обычной Celica? Это подвеска Superstrat. Да, это подвеска Levin Trueno, кто знает ССС, эти комплектации. У них идет 12 шаровых опор и 2 плавающих салимблока спереди. Сзади же простая корона-бочка, Caldina, там, не суть важно. То есть сзади там ничего особенно интересного нет, а вот спереди это сделано для того, чтобы вы хорошо управлялись. Также здесь очень короткая рейка, всего 3 оборота от конца до конца, что сказывается, ну, конечно, на ощущении автомобиля. Ну и в то же время мало выворота. На всех таких машинах очень мало выворота. По салону, ребят. Ну, не думайте, что это, конечно, углепластик, это всего лишь накладка. Мы видим в салоне, собственно говоря, драйверски настроенная торпеда, то есть повернутая к водителя, ковшеобразные удобные сиденья, ну, с такой хорошей поддержкой полагается. Дисциплиничный механ, ну, собственно, климат-контроль, все как бы очень спартанский салон, но в спортивном раллийном автомобиле он, в принципе, какой-то навороченный салон здесь и не нужен. То есть тут есть стеклоподъемники, там по мелочи что-то есть, кондиционер и все. То есть из наворотов тут ничего особенного вы не найдете. Но интересная вещь сзади. Теперь сзади тебе надо как-то 2 условных сиденья. На что они похожи? Они похожи на 2 унитаза. То есть, если вы заботливый отец, посадили своих детей туда, потому что взрослый человек там, ну, очень неудобно, потому что давит крыша, садиться я туда не буду, я не хочу.
Если вы заботливый отец, у вас двое детей, допустим, вы их сюда посадили, едете, навалили как следует, а потом просто берете оттуда и вычищаете все вот эти массы, которые выбросили ваши дети. Очень удобная тема. Поехали! В общем, ребята, у нас есть раллийный окрас, огромный спойлер, поэтому сейчас мы поедем прыгать с трамплина. Поехали! Какой спойлер, какие прыжки? Это не по сценарию, у нас обычная машина. Какие прыжки, блин? Просто поехали. Давай. Ну что, друзья, собственно говоря, раллийная легенда у нас в руках с вами сегодня. Эх, суперстрат, как я уже сказал, короткая рейка, все это позволяет вам вот так делать. Очень-очень чувствительный руль, очень приятно управлять такой машиной. Очень четкие ходы коробки, они очень маленькие, и ты прекрасно понимаешь нужную передачу. Также о раллийных корнях я сейчас поговорю чуть позже, когда мы выйдем на основную дорогу. Итак, в общем-то, ну, довольно неплохо. Бодро, интересно. Что касается раллийных корней этого автомобиля, тут у нас, как я уже сказал, тормоза суперстрат, коробка 5 ступеней, задняя ЛСД блокировочка, межосевая блокировка тоже. То есть, по идее, в теории эта машина должна уметь раздавать боком. Но вот я сколько смотрел, читал про этот автомобиль, у него больше все-таки повадки переднеприводной машины. Хотя, ну, кто умеет водить по раллийному, умеет спокойно закидывать эти автомобили. То есть тут зависит, конечно, мне кажется, все от водителя. Я думаю, тут по паспорту как 50 на 50 положено, так есть. Регулировок тут, конечно, никаких моментов нет, как на том же, например, Subaru. Все-таки не будем забывать, что машине 25, больше 25 лет, поэтому она с другого тысячелетия. Здесь даже нет АБС, нету подушек безопасности, даже одометр на роликах. То есть настолько этот автомобиль староват. Это чувствуется, но вы получаете прикольное такое ощущение надежности, сбитости подвески. Очень приятно такой машиной управлять на самом деле. Сидеть действительно комфортно. Все под рукой, ничего не мешает. Мне очень нравится. Но проблема этого автомобиля заключается в его внешности. То есть люди, видящие этот автомобиль, они смотрят на нее как просто на целику. То есть, допустим, если целика GT4 завода, которая сейчас может стоить до 1 000 000 рублей, допустим, если бы вы купили такой автомобиль сейчас за 800 тысяч рублей и такие говорите, я купил себе целику за 800 тысяч, на тебя подумали, сказать, ты что, совсем больной, что ли? Какая целика за 800? Она же обычная. Потому что внешне они мало чем отличаются, и это плохо видно как бы снаружи, да? Вот и вся проблема этого автомобиля. То есть нету каких-то таких именно отличительных особенностей. Да, капот, ну, может быть, фары чем-то отличаются, да, но мало кто это заметит. То есть реально кто понимает в этом автомобиле что-то или еще, кто следит за этим или кто хочет в автомобиле, он может узнает. А обычному человеку, который вот сидит на остановке, смотрит, ну, целика. Все. Поэтому вот немножко не хватает чего-то остренького в дизайне, что-то такого, вот спойлер, да, там, капот, это все можно поставить, купить, да, сложно будет найти оригинальный спойлер от GT4, оригинальный капот от GT4, но можно, и вы поставите на обычную целику такие вещи, и будете как будто а-ля GT4, то есть вот так. А здесь именно кайф в ощущении автомобиля, в его управляемости. Мощность, да, тут 240-250 сил, как я уже сказал. С места она, в принципе, рвет, я уверен, как Subaru. То есть очень интересно подрывает. Все это прикольно. Но ресурс мотора, вот именно этой генерации, кстати говоря, в него можно нормально надувать, и у него поршневая хорошо держит. А если вы опять-таки, вы свапнули, допустим, в целику от Калдины 210 кузова,
уже ресурса такого у вас не будет. И еще немаловажный факт, что Celica GT4, у нее свой номер кузова, 205 кузов. Другие Целики, там, по-моему, 202, по-моему, это 202 или 203, точно не помню. Ну, в общем, вот так. То есть, спорт. И в некоторых источниках написано, что он выпустили 2000 экземпляров. Короче, верить тому, сколько их выпущено, сложно, но я знаю, что был такой закон в Японии. Ну, не в Японии, а в раллийном таком сообществе. Если вы делаете машину для ралли, гражданскую, ну, под ралли готовите автомобиль, вы должны сделать 500 экземпляров гражданских версий этого автомобиля. И вот этот автомобиль один из них. И это очень прикольно. Ребят, вывод какой сделаем по этому автомобилю? Очень интересный экземпляр, гражданская раллийная тачка, которую вы можете управлять каждый день. Очень приятно управляется. Она в меру, кстати говоря, мягкая, не как вот жесткие такие корчи. Неплохо едет, все интересно, удобно, ничего лишнего. И надежно стоит, ребят. Этим все сказано. С вами был Александр Бабков. Подписывайтесь на канал Distraction Test, Instagram, все дела. Всем пока.